Телеканал БСТ продолжает свое вещание. Программа «Салям» продолжается. Меня зовут Юлия Санбердина. Это мой соведущий Сивуш Шерматзаде. Всем привет! Прозвучало «Это мой питомец». Принесла его из дома. Друзья, всем доброе утро. Мы напоминаем, что сегодня среда, на всякий случай, и 20 марта на календаре. И этот день обозначен как Международный день без мяса. Я вам так скажу, что я как человек, непривередный в кухне, который любит, да, и мясо в том числе, не знаю, насколько это вообще полезно, не полезно, да, веганский образ жизни. Может быть, иногда это и нужно делать. Ну, а нужно или нет, мы это узнаем у нашей гости в студии. Это фитнес-нутрициолог Эльвира Ишкильна. Эльвира, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Эльвира, ну, как уже, в принципе, я озвучил первый вопрос, да, есть мясоеды, вегетарианцы, и те топят за то, что вот надо есть мясо, те топят, что от мяса, наоборот, отказывайтесь, хотите нормальную жизнь. Насколько вообще полезно, так скажем, есть мясо, и есть ли вообще какая-то польза на какой-то возможный момент, вот как сегодня, допустим, Международный день без мяса, на какое-то время отказаться от мяса? Отличный вопрос. На самом деле, не зря, наверное, внедряют вот такие вот праздники, дни без мяса. Дело в том, что в 2015 году на сайте Всемирной организации здравоохранения была опубликована статья о том, что мясо вырабатывает канцерогены при нагревании, соответственно, и связь с раковыми заболеваниями есть. И на основании этого, эта статья опубликована на основании более 700 исследований, которые были проведены серьезными учреждениями, то есть и ООН, и ВОЗ подтверждают, поэтому доказательная база серьезная. Но несмотря на это, все равно в развивающихся странах количество мяса, употребление его растет, люди не хотят отказываться. Но здесь конкретно было сказано про красное мясо, да? И, ну, конечно же, есть причины, почему люди любят мясо. Ну, естественно, оно вкусное. Потом есть... Оно богато белком, большая питательная ценность. Ну и также из плюсов это польза таких микронутриентов, как ферритин, то есть железо, цинк, В3 и В12. Мы же хищники по природе своей, в принципе. Да? Нет, что ли? Не знаю. Есть, кстати, знаете, такой... Я травоядная, мне кажется, иногда. Доказанный факт есть, что у хищников глаза находятся на передней части, а у травоядных по бокам. С двух сторон, чтобы видеть. Да, чтобы видеть, наблюдать за хищниками. Получается, мы хищники. Ну, не все, есть актриса такая. Давайте не будем. Получается, что при любой термообработке канцерогены выделяются в мясе, в красном, да, в говядине, например. Или только когда вот жаришь его на масле? Вот, да, как раз-таки, несмотря на это исследование, люди продолжают употреблять. И поэтому я подняла исследования, вот, которые были в этом году, уже в январе этого года. И, значит, люди же и так хотят мясо есть. И поэтому исследуют, а как же будет приготовление более безопасно. Да, меньше из зол. Да, меньше из зол. Так вот, на первом месте у нас стоит варка, просто варка на воде. Да. Безопасный самый. Безопасный способ. Просто сварить. И су-вид, так называемый, то есть приготовление в вакуумной упаковке. Далее идет уже как на гриле и, забыла еще сказать, еще в микроволновке безопасно готовить. То есть при температуре до 100 градусов. Но кто мясо готовит, шашлык, ну, в микроволновке же никто не будет его готовить. Поэтому, соответственно, это не очень популярно. Но вот варка и су-вид, да, для тех, кто сейчас на правильное питание пытается перейти, да. А касательно уже жарки на масле, это самое опасное как раз-таки из методов приготовления. Потому что эта корочка, она увеличивает как раз-таки концентрацию этих токсических веществ, да, которая потом влияет на нас образованием заболеваний сердечно-сосудистых, в том числе и раковых. Сердечно-сосудистые у нас сейчас на первом месте по количеству смертности, поэтому лицам после 40 лет вообще лучше избежать. Причем рекомендаций не дано, сколько есть мяса, то есть нет такой информации. То там, то здесь, сколько же можно красного мяса. Мы сейчас говорим о красном больше, да? Поэтому я так посмотрела, что вообще советуют в принципе, то есть 1 раз в неделю оставить красное мясо, а птица, рыба, у нас же есть много других источников белка, то есть это птица, это рыба, это морепродукты, это яйца, творог, пожалуйста, их можно в остальные дни использовать, и
те же самые белки, те же самые нутриенты мы будем получать из других источников. Ну, это Один да. раз в А неделю, подождите. но килограмм. А ферритин будем ли мы получать из Железо. этих продуктов, если красное мясо исключить? Вот своего именно, рациона. что мы сокращаем там до 1 раза в день, и, соответственно, даже я помню, что когда была беременна и был низкий у меня ферритин, мне гинеколог советовал налегать на красное мясо как раз-таки. Но сейчас мы смотрим, что нам сейчас важнее, да, в моменте. Можем в моменте получить удовольствие, да, и потом лет через 20 пожинать плоды. Поэтому я рекомендовала бы сдать анализ сначала и на дефициты, и уже их добирать из БАДов, потому что в любом случае это сколько же нам надо съедать-то этого же мяса, чтобы получить норму того же ферритина, да? Поэтому, пожалуйста, пьем железо в БАДах, а мясо максимально готовим так, как оно будет максимально безопасно для нас. Кстати, вот этот вариант приготовления су-вид, я о нем услышала буквально, наверное, 2 года назад, и это так вкусно, сочность мяса сохраняется, при этом оно безопасно. Да. Прям вот правильное питание в своем лучшем виде. Спасибо, слюну пустили, конечно, с утра. Поиздевались. Хорошо. В общем, мясо надо кушать, немножко ограничить и подумать над тем, как его готовить. Это Это самое мы основное. говорим про красное. Это мы говорим про красное То мясо, есть- да. Да, я Птица хочу и пояснить, морепродукты. да, что красное мясо – это значит мясо, мышечное мясо млекопитающих, таких как, туда входит говядина, телятина, свинина, конина, козлятина и баранина. Вот этот список. То есть, а птица… там не было исследования, что вот птицу надо прям сократить. Говорилось именно про красное мясо. Но я думаю, что еще субпродукты возможно, то есть оставить в употреблении. То есть сердечки, язык, то есть вот такие продукты. Печень. Печень, да. Что там еще едят? Почки едят? Кстати, субпродукты богаты витаминами В и как раз-таки помогают вот, источникам железа. Поэтому это тоже может быть замечательной альтернативой. Особенно у нас женщины очень часто страдают анемией, как раз-таки им нужно налегать на субпродукты в таком случае. Но мы, опять-таки, выбираем способы приготовления максимально щадящие. Все понятно. Понятно. Давайте перейдем еще одну тему. Я Фритюры хочу затронуть. забываем. У нас просто не так много времени осталось. Сейчас весна, да, и поговорим о том, что на что лучше вот налегать, так скажем, сбалансировать свое питание. Сейчас вот весна, начинаются вот эти непонятные колебания погоды, да, то жарко, то холодно, гриппы, ОРВИ всякие вылазят. Эльвира, на что сейчас стоит обратить внимание, как раз, а чем обогатить свой рацион, а в чем, наоборот, подрезать? Ну, кроме того, что мы сейчас обсудили по поводу красного мяса. Ну, я буду банальна, если скажу, что надо сократить простые углеводы. Простые углеводы – это, то есть, сладкое, мучное. Так, у нас в гостях была, значит, Эльвира Шкильдина. Так, сладкое, Ребята, мучное. отбой. Кушаем, как и ели. Нет, Хорошо. давай узнаем хотя бы, Давайте, что хорошо, ладно. что мы выглядит делаем так не вот так. хорошо, как вы, девушки, давайте. Ну, значит, нужно добавить клетчатки, конечно же. Клетчатки – это овощи. Ну, мои подопечные, например, жалуются. Эльвир, ну что, какие овощи сейчас? Пластиковые овощи на прилавках магазин, там все пустое. Достаем, значит, квашеную капусту. Если вы ее не приготовили, просим у мамы, у бабушек. Да, квашеная капуста богата витамином С и содержит как раз-таки ту необходимую нам клетчатку, которая нам нужна. Далее, сезонные овощи, такие как морковь, капуста, свекла. Пожалуйста, витаминный салат нарезаем. Ну, а если у вас нет ни того, ни другого, идем в магазин, покупаем сладкий перец, зелень, любая, которая есть, да, айсберг, шпинат, пожалуйста, перец, петрушка, укроп, любая зелень, любые овощи. Готовим тазик, заправляем маслом и, пожалуйста, на обед и на Сливочным? ужин, да, добавляем в рацион. Таким образом, мы, во-первых, что делаем? Кормим свою полезную микробиоту, которая есть, да, дружественная микробиота кишечника, и улучшаем пищеварение. Далее мы помогаем вывести все шлаки, токсины, да, это популярное такое попсовое название. Ну и, соответственно, заполняем стенки кишечника, наполняем и создаем ощущение сытости, потому что клетчатка, она набухает в кишечнике и вот нас как раз насыщает таким образом. Ну, а мы же не будем только траву есть, нам нужно обязательно оставить источники белка, о которых мы говорили выше. То есть птица, рыба, морепродукты, яйца, творог, да. И желательно
3 раза в день, ну, минимум 2 раза в день. Почему? Потому что, во-первых, у источников белка полноценного есть такое понятие фитнес-нутрициологии, как индекс сытости, то есть на дольше хватает нас. Мы будем ощущать больше сытость. И таким образом не захотим, ну, отвлечься на какую-то печеньку там и сорваться, да. Далее, уровень сахара в крови тоже в норме после того, как мы съедим, например, кусок куриной грудки, допустим, В с отличие салатом. от просто салата, да? Да, конечно. Если мы съедим просто салат, ну, через час, через полчаса вы почувствуете, что вы хотите есть. А если вы съедите куриную грудку с салатом, заправленным маслом, вот это будет очень здорово. И Я здесь спросила, маслом сливочным? подсолнечным, оливковым, растительным. Любым. Понятно. Можно авокадо нарезать. То есть авокадо можно заменить масло? Да, почему нет, если вы не любите масло. Ага. Но сегодня такой большой ассортимент масел существует на рынке. Вы можете там кунжутное, льняное взять, то есть масло грецкого ореха. То есть, пожалуйста, попробуйте. Так, вашу непонятную беседу, можно я внедрюсь? Лимит нашей беседы подошел к концу. Потому что то, что вы обсуждаете, для мужчин это очень тяжело. Поэтому есть И надежда. И утром, тем без более перед завтрака. завтраком. Сейчас просто человек, который там работает на сливочном масле, жарит свой кусок стейка, мяса, чтобы с утра позавтракать. Чего? Ну, есть, возможно, и такие. Итак, друзья, у нас была в гостях фитнес-нутрициолог Эльвира Ишхильдина. Эльвира, спасибо большое. Но на самом деле